Суббота, 21 августа 2010 года. В доме Марии Эстера Ромеро, расположенном в Вилья-Аделино под Буэнос-Айресом, царит тревожная тишина. Эрика Сориано, ее 30-летняя дочь, не выходит на связь с утра. У Эрики был запланирован визит в дом семьи. Они должны были собраться на обед. Дочь должна была приехать из Ланоса вместе с Даниэлем, с которым жила. Ни Эрика, ни Даниэль не появились. Мобильный телефон Эрики не отвечает. Звонки на домашний номер в Ланосе также остаются без ответа. Мария пытается дозвониться Даниэлю напрямую, он не берет трубку. Проходит еще несколько часов, в семье растет беспокойство. Сестры Эрики тоже пытаются связаться с ней, но безуспешно. Такое исчезновение для Эрики не характерно. Даже при сильной занятости она всегда уведомляла близких, особенно сейчас, ведь она беременна, на 5-м месяце, и связь с семьей была для нее особенно важна. Около 3 часов дня Даниэль наконец отвечает на звонок Марии. Он сообщает, что Эрика ушла из дома самостоятельно после ссоры. Мужчина утверждает, что с утра они поскандалили, и она, прихватив сумку, якобы покинула дом. Никаких подробностей он не дает. Разговор заканчивает быстро и холодно, что кажется Марии крайне странным. Мария и ее сыновья Мауро и Лучано принимают решение срочно ехать в Ланос. Они хотят попасть в дом, где жила Эрика, поговорить с Даниэлем лично. По пути Мария снова звонит ему, уговаривает сделать официальное заявление в полицию. Он медлит, сначала отказывается, потом соглашается, но не спешит. В это время семья уже готовит документы, чтобы подать заявление о пропаже. Когда Мария с сыновьями добирается до Лануса, в доме их встречает Даниэль. Не один, а в сопровождении адвоката. Он выглядит сдержанным, отстраненным. Поведение не соответствует ситуации. Никакой паники, ни капли обеспокоенности. На вопросы он отвечает обобщенно. Утверждает, что ссора произошла из-за пустяков, что Эрика ушла сама, и он больше ее не видел. Мария замечает, что в доме нет ни следов ее дочери, ни личных вещей, которые бы она взяла, если бы ушла надолго. Нет ее косметики, одежды, лекарств, необходимых во время беременности. Позже, при детальном осмотре, родственники находят ее сумку, документы и даже ту одежду, в которой, как утверждал Даниэль, она якобы покинула дом. На фоне нарастающих подозрений Мария с детьми отправляется в отделение полиции, но там им объясняют, что заявление о пропаже нужно подавать не по месту прописки Эрики, а по месту ее фактического проживания – в Ланусе. Этот формальный барьер оттягивает начало следственных действий. Родственники продолжают попытки связаться с Эрикой через мобильные и любые возможные каналы. Все попытки безрезультатны. На этом этапе исчезновение уже не вызывает сомнений. Семья приходит к выводу, произошло нечто серьезное, и Даниэль, вероятно, не говорит всей правды. Эрика Паула Сориано родилась 19 января 1980 года в Вилья-Аделино на севере провинции Буэнос-Айрес. В семье, где подрастали 5 детей, она с раннего возраста выделялась добротой и живым темпераментом. Ее мать, Мария Эстера Ромеро, и отец, имя которого не разглашалось, обеспечили детям сплоченность и уважение. Связь между сестрами была особенно крепкой. В подростковом возрасте Эрика познакомилась с Марсело Соако, сверстником, который вскоре стал ее первым молодым человеком. Отношения развивались быстро. Он ввел ее в свой круг общения, в том числе познакомил с лучшим другом Гильермо де ла Куэста. Между Гильермо и Эрикой тоже завязалась тесная дружба. Ее семья с теплом приняла их обоих, и Марсело, и Гильермо. В 1997 году, когда Эрике было 17, она сообщила родным, что ждет ребенка. Через несколько месяцев, 29 июня 1998 года, родилась дочь, Флоренция. Появление ребенка объединило всех. Близкие окружили новорожденную заботой, а Гильермо стал особенно активным участником в жизни молодой семьи. Он неоднократно заявлял, что Эрика и Марсело всегда могут рассчитывать на него.
После рождения дочери пара решила пожениться, но со временем стали проявляться бытовые трудности, финансовые вопросы, бытовая нагрузка, несогласованность ожиданий. Супруги старались справиться, но спустя несколько лет приняли решение о разводе. На тот момент Флоренции исполнилось 3 года. Расставание прошло без конфликта. Обе стороны договорились сохранить контакт ради благополучия дочери. После развода Марселло эмигрировал в Испанию, рассчитывая улучшить финансовое положение. Эрика с дочерью вернулась в семейный дом. Учитывая возраст ребенка и ее эмоциональное состояние, мать и сестры активно помогали. Это позволило Эрике сконцентрироваться не только на заботе о Флоренции, но и на поиске работы. В это время рядом продолжал оставаться Гильермо. Спустя какое-то время он признался Эрике в чувствах, и они попробовали начать роман, но быстро поняли, что ценят дружбу больше. В 2001 году Марселло вернулся в Аргентину. Он начал новые отношения с женщиной по имени Ромина Меркадо, у которой уже было 2 детей. Позже у них родился общий ребенок. Несмотря на новую семью, он продолжил общаться с Флоренцией и активно включался в ее жизнь, чему Эрика только способствовала. Примерно в этот же период Эрика устроилась в компанию, занимающуюся косметикой. Ей досталась должность административного сотрудника. 10 лет прошли спокойно. Эрика растила дочь, работала, участвовала в семейной жизни, поддерживала контакт с Марселом и его новой семьей. Она выстроила рутину, в которой было место и обязанностям, и отдыху. Окруженная поддержкой матери, братьев, сестер и друзей, она создала устойчивую систему, в которой чувствовала себя уверенно. Но эта стабильность не могла продолжаться вечно. В октябре 2009 года Эрика отправила заявку на участие в телевикторине. Через месяц ей перезвонил продюсер и подтвердил ее включение в состав участников. На съемочной площадке она заполнила анкету. Документ оказался в руках Даниэля Лагостены, который в тот момент работал с проектом. С этого эпизода началось их знакомство. Даниэль Лагостена родился 7 января 1960 года в Буэнос-Айресе. В его биографии были эпизоды с разрушительными отношениями. Одной из первых женщин в его жизни стала Мария Чьеса. Их знакомство произошло в тот период, когда он осваивал профессию садовника. Спустя несколько месяцев она забеременела. Даниэль настаивал на аборте, но, получив отказ, начал оказывать на нее давление, как эмоциональное, так и физическое. Мальчику, которого назвали Ноэль, вскоре поставили диагноз – доброкачественная опухоль. После этого уровень агрессии Лагостены только возрос. В конечном итоге Мария обратилась в полицию и добилась судебного запрета на приближение. Мальчик остался с матерью, а Даниэль снова остался один. Некоторое время он жил на деньги, полученные за мелкие строительные подработки и продажу одежды на уличных рынках. Позже начал встречаться с 18-летней Александрой Тамкевич. Отношения развивались стремительно. Через месяц она переехала к нему в Ланус. Там начался полный контроль. Он следил за передвижениями, требовал билеты с транспорта, проверял, где она была. В дальнейшем последовали угрозы, слежка, а затем и побои. После 8 лет она решилась уйти. В этот период он и встретил Эрику. После съемок он скопировал ее имейлы и позже написал сообщение. Представился, предложил встретиться. Сначала Эрика не ответила, но он продолжил писать. В итоге она согласилась на встречу. Первая беседа прошла спокойно. Он делился информацией о сыне, жаловался на невозможность общаться с ним. Она рассказывала о дочери и своих взглядах на отношения. В течение декабря они виделись несколько раз. Он писал ей на почту, звонил на работу, выказывал интерес. В январе 2010 года Эрика впервые представила его семье. В тот момент внимание всех было сосредоточено на проблемах с братом Эрики, Мауро, проходившим реабилитацию, поэтому никто не придавал значения новым отношениям. Тем временем Даниэль начал проявлять навязчивость. Он показывал свое желание стать отцом. Прошло меньше 2 месяцев с начала знакомства, но он уже говорил о совместной жизни. Эрику это смутило, но идея ребенка ее растрогала. Подруги выразили опасения, но она не прислушалась. В
В феврале умер ее отец. В период траура Лагостена сделал Эрике предложение переехать к нему в Ланус. Она сомневалась, не хотела оставлять мать, менять школу дочери. Тогда он обратился к Марии напрямую, сказал, что единственное препятствие – нежелание Эрики оставить семью. Мария, не зная всей ситуации, попыталась ее поддержать и освободить от чувства долга. Решение далось с трудом. Аналия, коллега и подруга Эрики, пыталась ее отговорить. Переезд казался поспешным, но Эрика подчинилась обстоятельствам и переехала. В первые недели все казалось приемлемым, но вскоре начались признаки контроля. Флоренция, дочь, чувствовала отчуждение. Даниэль вмешивался в их общение, провоцировал конфликты, обвинял девочку в несуществующих поступках. Первые признаки ревности проявились, когда он попросил дочь Эрики проследить за ней возле работы. Он все чаще устраивал сцены, контролировал ее внешний вид, контакты, выходы. Свободы становилось все меньше, но это было только начало. Контроль усилился, когда Эрика забеременела. Лагостена начал использовать ее состояние как предлог, требовал ограничить контакты, настаивал на полном подчинении. Он не позволял ей отклоняться от маршрута без объяснений. При любом отклонении требовал фото. Иногда выходные они проводили в загородном доме в Солоделью, принадлежавшем его семье. Там Эрика оказывалась изолированной, без доступа к привычной среде. Эти поездки Даниэль использовал, чтобы полностью отрезать ее от окружения. Мать и сестры все реже получали от нее новости. Даже когда Эрика приезжала в Вилья-де-Лино, ее визиты становились короткими и редкими, сопровождаемыми упреками Даниэля. Состояние Эрики ухудшалось, она перестала ухаживать за собой, практически не красилась, теряла интерес к внешнему виду. Все, что делала раньше с легкостью, теперь давалось усилием. Подруги и близкие замечали перемены. На фоне этой атмосферы Эрика приняла решение уйти. Связалась с подругой Лаурой, которая работала в агентстве недвижимости. Попросила помочь с поиском жилья, чтобы переехать как можно скорее. Лаура начала подбирать варианты. Эрика старалась действовать незаметно, опасаясь реакции Даниэля. Однако ему стало известно о ее планах. После этого он начал действовать скрытно. Лагостена завел дополнительный мобильный телефон, ранее не использовавшийся, и через него вышел на связь с неустановленным лицом. Согласно данным следствия, этот человек мог иметь доступ к крематорию. Обстановка стремительно обострялась, и у Эрики оставалось все меньше времени. 20 августа 2010 года Эрика и Даниэль отправились в центр Буэнос-Айреса. У нее была назначена консультация у акушер-гинеколога. Беременность развивалась без осложнений, но Эрика настаивала на регулярных осмотрах. После визита они задержались в городе, некоторое время провели в кафе, а затем выехали обратно в Ланус. Была пятница, и вечерние пробки на выезде из столицы значительно замедлили движение. По дороге между ними произошел конфликт. Причины остались неизвестны, но в разговор вмешалась Лаура, подруга Эрики, которая позвонила ей в этот момент. Эрика говорила напряженно, голос был нестабильным. Лаура попросила перезвонить позже, когда Эрика будет дома. Больше никаких подтвержденных контактов с ней зафиксировано не было. Она исчезла. Официально в полицию Даниэль обратился только спустя сутки, под давлением семьи Эрики. Его рассказ был сжатым. Он повторил, что Эрика покинула дом добровольно, якобы отказалась от его сопровождения, взяла сумку и ушла. Однако уже на следующий день, 22 августа, в дом приехали не только члены семьи Сориано, но и сотрудники полиции с ордером на обыск. В доме внимание следователей привлек камин. Несмотря на теплую погоду, он был горячим. На вопрос, зачем его разжигали, Даниэль пояснил, что якобы использовал его для приготовления пищи. Однако в доме не обнаружили ни еды, ни посуды. На внутренней поверхности печи нашли обугленные волокна ткани, которые были направлены на экспертизу. Реактивы выявили следы свежей очистки пола от крови. В ответ на это Лагостена заявил, что Эрика порезала палец, хотя ранее об этом не упоминал, и никому из ее семьи ничего подобного не сообщалось.
Во время осмотра сестры Эрики нашли ее личные вещи. На месте были лекарства для беременности, косметика, сумка, документы, кошелек, а также одежда, в которой, по словам Даниэля, она якобы ушла из дома. Все это исключало версию добровольного ухода. Мария потребовала объяснений. Даниэль отвечал уклончиво, избегал деталей. Поведение было отстраненным, он не выражал обеспокоенности, не участвовал активно в поисках. Тем временем семья начала самостоятельные поиски. Были расклеены афиши с изображением Эрики, размещены объявления в интернете, поступали звонки в больницы, морги, отделения полиции, но никаких подтвержденных следов Эрики не появлялось. Все указывало на то, что исчезновение не было спонтанным. С каждым днем версия Даниэля выглядела все менее правдоподобной. Его показания не совпадали с фактами, а найденные в доме вещи противоречили его рассказу. Родственники не сомневались, он что-то скрывает. Через несколько дней после подачи заявления о пропаже Эрики Даниэль внезапно исчез. Перед этим он оставил письмо своему отцу, в котором утверждал, что не хочет быть обвиненным в том, чего не совершал. Также он предусмотрительно положил свой телефон на крышу киоска, чтобы затруднить отслеживание. В течение 3 часов он добирался до города Росарио, откуда пересек границу и скрылся на территории Парагвая. Исчезновение Лагостены насторожило следователей. До этого он демонстрировал безучастность, но не предпринимал попыток бегства. Его внезапная смена поведения стала подтверждением того, что он что-то скрывает. Пока семья Сориано пыталась выяснить его местонахождение, отец Лагостены обратился в полицию и сообщил о пропаже сына. Это позволило активизировать разыскные мероприятия. Параллельно с поисками в Парагвае, следственная группа сосредоточилась на изучении возможного способа избавления от тела. Ключевой версией стала кремация. Проверялись крематории, расположенные в южной части Большого Буэнос-Айреса. Особое внимание было уделено похоронному бюро, арендующему помещение у семьи Лагостена. Его управляющим был Леонардо де Симоне. При проверке документов бюро обнаружились расхождения. Некоторые тела были зарегистрированы без имени, с нарушениями порядка опознания. Следствие пришло к выводу, что схема позволяла проводить кремацию без оформления. Эта возможность могла быть использована для уничтожения тела Эрики. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, косвенные признаки указывали на связь между действиями Даниэля и процессами, происходившими в похоронном бизнесе. Пока полиция пыталась установить его точное местоположение, адвокат семьи Сориано добился разрешения на проведение обысков в помещениях, связанных с деятельностью бюро. Были проверены архивы, камеры хранения, а также захоронения, произведенные в период исчезновения Эрики. Несколько тел, ранее прошедших через тот же крематорий, были эксгумированы, но признаков останков Эрики найдено не было. Тем временем Даниэль вернулся в Аргентину и добровольно явился в полицию. Он утверждал, что уехал на север страны, якобы следуя анонимному сообщению, в котором утверждалось, что Эрика может находиться в заведении, где эксплуатировали женщин. По его словам, он выехал, чтобы проверить эту информацию. Позже выяснилось, что таких заведений в указанной локации не обнаружено. Следователи расценили его поездку как попытку отвести подозрения. Семья Сориано, в том числе мать и сестра Эрики, посчитали действия Лагостены сознательной попыткой сбежать и уничтожить доказательства. Подозрения усилились, но прямых доказательств на тот момент все еще не хватало для предъявления обвинения. Спустя почти 2 года после исчезновения Эрики следствие вышло на стадию, позволяющую официально обвинить Даниэля Лагостену. 30 мая 2012 года по решению суда его задержали по подозрению в незаконном лишении свободы, повлекшем смерть, при отягчающих обстоятельствах. Основанием стали данные экспертиз, показания свидетелей и совокупность обстоятельств, указывающих на его причастность. После задержания была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты выявили у него выраженные признаки психопатической личности с ярко выраженным нарциссизмом. Отсутствие эмпатии, стремление к власти и контролю, а также патологическая склонность к манипуляциям были признаны характерными чертами. Эксперты сделали вывод, что подобные черты напрямую повлияли на характер его отношений с Эрикой.
Несмотря на тяжесть обвинений, в конце декабря 2012 года Лагостену освободили из-под стражи. Решение приняла апелляционная палата Ламас-де-Самора. Основанием стало отсутствие тела и прямых доказательств убийства. Прокуратура оспорила это решение, но оно вступило в силу. Следствие продолжилось в условиях, когда подозреваемый находился на свободе. Расследование сосредоточилось на анализе его телефонных контактов. Следователи получили разрешение на прослушку. Эти меры принесли результат. Были зафиксированы разговоры между Лагостеной и третьими лицами, обсуждающими передачу информации, косвенно связанной с захоронениями и кремацией. Появились новые сведения о крематории, где могли уничтожить тело Эрики без официальной регистрации. Следствие также обратило внимание на сделки, касающиеся похоронного бюро, связанного с семьей Лагостены. В материалах фигурировал договор купли-продажи. Леонардо де Симоне, ранее арендовавший помещение, приобрел его по цене $220 тысяч, из которых заплатил только 120 тысяч. Следователи предположили, что оставшаяся сумма могла быть прощена в обмен на содействие в сокрытии тела. Параллельно велась работа по восстановлению хронологии перемещений Лагостены в день исчезновения Эрики. Данные сотовых операторов показали, что вечером 20 августа 2010 года его телефон перемещался по маршруту, ведущему в южные районы провинции, где располагался крематорий. Эти сведения совпали с показаниями свидетелей, утверждавших, что в тот день рядом с объектом наблюдали машину, похожую на его. 4 июня 2018 года в уголовном суде номер 9 Ламас-де-Самора начался процесс по делу о гибели Эрики Сориано. Обвиняемым проходил Даниэль Лагостена. С момента исчезновения женщины прошло почти 8 лет. В деле накопилось несколько сотен страниц документов. Прокуратура сформировала линию обвинения на основании выводов следствия, данных экспертиз, показаний свидетелей и анализа поведения подозреваемого. Судебное разбирательство вел состав из 3 судей. На стороне потерпевших интересы семьи представлял адвокат Ариэль Урсино. Защита Лагостены настаивала на отсутствии тела как решающем факторе для недоказанности вины. Они утверждали, что исчезновение Эрики не обязательно связано с преступлением и намекали на возможность добровольного ухода. Суд заслушал более 60 свидетелей. Среди них были родственники, коллеги, подруги, сотрудники полиции, следователи, криминалисты и бывшие партнерши обвиняемого. Большую часть заседаний занимали допросы ключевых участников, а также изучение телефонных данных, записей прослушек и материалов обысков. Выступление родных Эрики было важной частью процесса. Мать рассказала о последних днях дочери, особенностях ее общения с Лагостеной, а также поведении обвиняемого после исчезновения. Сестры описали признаки контроля, которые Эрика испытывала. Особое внимание вызвало выступление дочери Эрики, Флоренции. Она предоставила детали поведения Лагостены, которые ранее не фиксировались официально. Значимой оказалась также информация, поступившая от бывших женщин, с которыми он жил до Эрики. Их показания подтвердили типичную для Лагостены модель – быстрое сближение, затем полный контроль, ограничения, насилие, угрозы. Эти данные были представлены суду как подтверждение устойчивого, опасного поведенческого шаблона. Лагостена решил давать показания лично. Он описывал отношения с Эрикой как хорошие, настаивал на своей невиновности, утверждая, что не знает, что с ней произошло. Однако на допросе допускал несоответствия и забывал важные детали. Его слова расходились с уже подтвержденными фактами. Суд зафиксировал логические провалы и разночтения между его первоначальными и текущими заявлениями. Несмотря на отсутствие тела, обвинение настаивало, улики доказывают, что Эрика погибла, а Лагостена причастен. Суд приближался к решению, которого ждали долгие годы. 11 июля 2018 года суд огласил решение. Коллегия судей признала Дэниела Лагостену виновным. Через 2 дня был назначен срок – 22 года. Его осудили за убийство Эрики Сориано, совершенное в контексте домашнего насилия, с квалифицирующим признаком причинения смерти беременной женщине. Также был установлен факт намеренного сокрытия следов преступления.
После оглашения приговора Лагостену перевели в исправительное учреждение города Альмус, расположенное в провинции Буэнос-Айрес. Он не признал вину и сразу инициировал апелляционную процедуру. Защита подала 2 обращения. Оба отклонены. В январе 2020 года, находясь в заключении, он опубликовал книгу, в которой излагал собственную версию событий. Издание распространялось через интернет, а также магазины, но после давления со стороны общественности и родственников жертвы было изъято из продажи. 17 декабря 2022 года Верховный суд Аргентины вынес окончательное решение. Все ранее принятые инстанциями выводы были подтверждены. Приговор вступил в силу окончательно. Возможности обжалования были исчерпаны. Даниэль Лагостена останется в заключении до 2037 года. Семья Эрики восприняла это как акт справедливости, но не как завершение. По словам матери, боль не утихнет, пока не будут установлены все участники преступления и не раскрыты детали, которые до сих пор остаются неизвестными. Семья Сориано продолжает сотрудничать со следствием, надеясь на новые данные. История Эрики остается прецедентом. Дело было доведено до приговора без обнаружения тела. Для Марии и ее родных это стало доказательством, что правда может быть восстановлена, даже когда ее пытаются уничтожить. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие не менее шокирующие истории на моем канале. А также не забывайте подписываться. До скорых встреч!